Шалом, ребята. Здрасте всем. Трудящиеся и не только сегодня. У нас мир танков. Да, с утра смотрели кино. Вот, ну а сейчас пришло время типа взрослому, а именно скакать на кабачках, но разумеется на еще и на лоховском танке. В общем, всем отличное настроение, будьте здоровы. Ричард, здорово. Ты куда бонны дел? А мы Есто купили, который из натиска. Ты меня вчера вертели. Вот, ну, насколько я знаю, вертели всех. Горело здорово. Амиго, здорово. Здорово. Fist me everywhere. И на Гачи World. Ох, блять, ох, ну погнали. Ну погнали. Yeah. Всем здорово. Здрасте всем, друзья. Приятного вечера, кстати. I love you, Ben. Это что, у вас, наверное, музыка громковата будет? Так и сделаем. Как новая сотка? Ну, нормально. Нормально. Вот за счет того, что у него подкалибр, птичка летит побыстрее, да, такой намекает на то, что это нормальный танк. Пошла мазута, Евген Дарова, да. Да, господи, кто этот? Джибрауни. Джибрауни. Егор Богдаров. Да, Месим Галин. Оу. Не пробил. Слушайте, а здесь никакого фальборта нету, да? Ну, некоторые курьезы постоянно у населения происходят, так заметил. Понял. Лишь бы дырка была чистая. Но немножечко говна не остановит гвардейцев, уже сами понимаете. Небольшая пробка из говна не может остановить гвардейца. Но вот он терпит. Терпит. Под двумя артами. И огнеметем. Огнемети. Оу. Блять, все-таки захотел выставиться. Вот ради тычки. Ради этой тычки он выставлялся. Хорош. Видимо, щечку пощупал ему. Да в пизду, как ты заеб, ублюдок! Господи, и все тычки по мне, что самое смешное, да? Да. 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 Ну, ему, честно говоря, больше не в кого стрелять. Я потому что самый ватный. Да уж, но я-то грустненько, все, что могу сказать. Сука. Ему надо было. Угу. Угу. Да вообще база, да. Ну-ка, может, он того собачку найдет там. Ой-ой-ой. Пяльте его.
Fucking bitch. Fucking bitch. Угу, Алексы, поехали. Крана опустили, да. Ну, херовенько, я просрал еще свой шанс. Там, может, Якин стоит ждать. Да, и что я ему скажу? Fuck you, Ложерхед. Все, что я могу сказать. Понял. Он видел каток. Господи! Господи! Он видел каток, как выяснилось. Нет. Из них никто не собирается задержаться в бою. Видимо, и я тоже. Видимо, и я тоже. Еврослейвс. Еврослейвс. Я подпалил его. Маус-подпальщик. Это был второй подпал. Второй подпал за вечер. Ебать, он все тычки. Вы чё, вы чё? Он все тычки принял. Бля, мы будем расплачиваться за это. Мы будем расплачиваться. Но тортовод почти забрал меня. Да, надо понимать, потому что он поросячья голова. Василий Даро. Спасибо за подписку, кстати. Надо понимать, это все из-за того, что он поросячья голова. Я если выкачу добрать эту обезьяну, меня шлепнет арточка. Может быть, даже это обезьян. Вперед, 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 вперед! Какой остросюжетный отсос, вы заметили? Невероятно. Невероятно. Никнейм Газ. Нортовода. Верю. Лучше бы был никнейм AS. Да. Чтобы, может быть, мы сразу же туда поплюем в куст? Ничего зазорного не будет. Там это что покляча может сидеть. Ну, точнее, могла. Слушайте, а вопросик с СТРВ все еще открытый, как выяснилось. Я, честно говоря, тоже не хочу его закрывать. Я вам признаюсь честно. Во-первых, он шотный, да, во-вторых, я вам так скажу, мне не особо-то победа и нужна, а вот настрельчик нужен. Что рано или поздно пойдем за отметками. Настрельчик нужен. Вот понятное дело, что правильнее было бы поехать убивать СТРВ. И, кстати, судя по всему, да, все-таки надо ехать за ним. Шопокляча. Это шопокляча. Если СТРВ сюда перекатит, а он может, это будет кабачковый крах. Это будет кабачковый крах. Переезжает. Алексей, здорово. Хорошего стрима, благодарю.
Suck to move. Ой, у нас крайне неловкая ситуация, ребята, образовалась. Крайне неловкая ситуация. Если мне... Я понял. Ну тогда окей. Да он на ходу меня ёбнул, кто не понял. Барон, я понял. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Еще за рельефом... Ну ладно, не за рельефом, но на ходу. Я поглядывал на карту, он катился. Это означало только одно, что нахерен молодец, ну и скилловик, само собой. Да, дерьмовенько, надо было все-таки ехать и второе забирать. Вот, сначала Вилка долго ехал, потом приехал и сдох. Ну и случился оперативный отсос Ладушкин. Клан Абабу у этого Ярика. У нас, кстати, до 1000 подписчиков на ВК-видео. Знаете сколько? 2 человека. 2 человека, клэчбэчики. Вот. Стань легендой. Борисович, здорово. Suck Generation. It's Suck Generation. Но-но. Но-но. Спасибо за лайкосики. Надо себя тоже поставить. Машина уничтожена камчатом игроком. Ну, такая вот первая каточка. Не особо убедительная. Вот, ну, честно говоря, меня убил не Шторм Тигр, а игра. Я так думаю. О чем меня кумулем? Ну-ну-ну. Прикольненько он так дебильно сделан, да, у него здесь углы, все дела, а здесь просто вот такой квадратный кожух, и здесь тоже ужас. Вот это поделка. Шторм Зигизмут, да? Да. Стас, здорово. Нужна твоя кормушка. Что у него за прибор такой интересный сзади? Интерв... Ясно. Ковбойский выстрел. Ну вот и победили. Fucking sexy. Кавабунга против нас играет. Я прям идиотских никнеймов особо не вижу, да? Обычно выше среднего.
Знаете, что бесит в этом танке? Вот у тебя есть 5 тычек, да, и казалось бы, и вот если бы хотя бы как у Хэви, когда ты быстренько разрядил и съебался. А здесь это просто будет затягиваться на световые годы. Тут ожидание, что ты барабаном быстренько порвал очко, оно по сути фальшивое на этом танке, когда на стойке. На сотке, наверное. Хер его знает. Надо на МБТБ как-то взять. А потом уже разберемся. Там планка 5500, кстати. Не мухровая, не хухровая. Не попал. Интересно, что с ним дальше будет? Его кто-нибудь целит вообще? Никто. Никто. Драчу их хочу, дара. 50 бег, просто поехавшая свинина. Называйте его поехавшая свинина. Но это просто... Я тащусь просто. Я просто тащусь с этого. Ладно, он меня не пробил, молодец. Но как он не зачекался? I don't know. На. А здесь поворачивается и сплевывает с вертухи в кепку. Я вот буквально вчера на этой модели играл. Особо так не выйдет, я вам скажу. На нем. Как долго фармятся подписчики, ну а что делать? Да стримить больше тогда будет быстрее фармиться. О, этот угостился шишкой, и я насветила. Ай, хорошо, хорошо. Опять как-то поддергивается, бесит прям. Да, FPS этот лоховской. Нестабильно. Осталось забрать Бофорс и Лешака. Что забрать? А что за Бофорс и... А, Лиса... Ты знаешь, что я их даже не следовал никаким образом, поэтому... Вроде как Лисак неплохой. Шалом, брат, игру не слышно, брат. На ютубе? Значит, ОБС-ку перезагрузим, будет слышно. Надо будет ОБС-ку перезагружать. Да уж, что с FPS? Какой бред. Прикольно, я не смог его пробить. РБ топ, абсолютно. Это уже абсолютно. Наверное, музыку вырубить. Я херово знаю, что это тут такое. Я не знаю. Поэтому оно и дергается. Причем вчера такой же был, так сказать, симптом. Ну, что это такое? До 70 проседает. Причем на каком основании? Кто шарит за кей-поп? Признайтесь.
Кто шарит за кей-поп, пацаны? Ой, бля. Ой, я случайно его прогуслил. Эксп, мое почтение, здорово, родники. Я сейчас... Ох ты, нихера себе. Я сейчас ОБС-ку перезагружу. На ютубе звук появится. Обновление винды, ну, хер его знает. Может быть так. Мне наоборот пинг провайдера, думаю, на Dix насадить. Не, с этого надо было начинать отношения, я тебе больше скажу. С провайдером. Как будто его можно было пробивать. Ничего страшного. Это всего лишь повод поныть. Диск что-то говорит. Но у меня диски свободны, там все должно быть чики-брейки. Вот, сторонних программ не открыто. Было интересно провести эксперимент, госпожа, насколько быстро будет фармить подписчиков. Понимаете, сейчас времена такие, в которых большая конкуренция. Вот, как бы госпожа не была молодец, ее просто не заметят, она просто будет незаметна в толпе этих всяких бездарей стримеров, да, бесхаризматичных. Ой-ой-ой, надо... Знаете что, у меня как бан сняли на ВК-видео, надо выйти еще раз с утреца попробовать постримить. Что из этого получится? Будем посмотреть. Майнера зацепил. Но, кстати, подуспокоился пинг. Так, значит так, у вас сейчас лаганет со всей силы. Со всей силы лаганет. Потом вернется. Это сделано для того, чтобы вернуть звук игры на клятие YouTube. Раз, два, три, come on, let's go. Так, ну должно ожить. Должно ожить. Колочбольчики. И лажерхеды тоже. YouTube лагает. Я только что перезагрузил, все нормально. Если не лагает, его просто вырубало. Его просто вырубало. Погнали. Легкий фарм баллов. Балдяж. Ну-ка, давайте опять музыку вырубим. Не будем смотреть грозным взглядом на пинг. Как ты, джебрончик? Завтра ко мне родители придут в логово. У меня родители настолько на другой планете, я же неофициально работаю. Вот, ну, в принципе, можно считать, не работа. Ну, по меркам родителей. Вот я им объясняю, что с деньгами у меня все в порядке. А у нас же ввели налог на тунеядство. Вот. Меня мамка сегодня заезжали, говорят, опять, тоже не первый разговор. Говорят, во, по телеку, ты смотришь, что по телеку происходит? Говорю, я телек смотрю. Говорят, вот, налог на тунеядство. Теперь за коммуналку все 100% платят, кто этот тунеядец. Говорю, это только владелец. Я читал постановление. Только владелец квартиры. Я не владелец, вообще нихуя. Нет, все платят, все. Устройся куда-нибудь на работу. Говорю, я работаю. Официально. Говорю, ну, никакого смысла это не имеет. Мне батя говорит такой, ну хотя бы продавцом куда-нибудь в продуктовый. Они просто на другой планете находятся. Причем так всегда было. Всегда. Всегда. Мистер Марио, здорово. То у вас в РБ такая свобода. Ну, понимаешь, ну да, получается. Ну, у нас некоторые решения просто несовременные. То, что батька у нас охеренно главный. Его заместители как будто бы даже слова не имеют. Вот для экономики это... Ну, знаете, как получается? Вот, допустим, батьки показывают цифры, да, экономики.
Вот, и говорят, что, но мы, допустим, процентную ставку опустить не можем, потому что у нас вот такой вот уровень вовлечения людей в экономику. Вот. Как их... Ну и, соответственно, да, там, люди, которые, допустим, на бирже торгуют, они троху, наверное, просекут, что вот занятость такая, да, и она, допустим, падает. Соответственно, никакого позитива ждать там от валютной пары, например, белорусский рубль к доллару не стоит. Да, ну и принято волевое решение гениальное. Людей заставить устраиваться на работу. Ёб твою мать, МБТ бег. Камчат! Эксп, люблю тебя. Да, да, с брызгами. Спасибо, родненький. У меня просто прога стоит о всех событиях в чате, и там было подписано, что подписался на канал. И я немедленно с тобой поздоровался. Спасибо огромное за кстати. Вот, ну, короче, такая херня, и получается искусственно создается, как это сказать, повышается уровень вовлеченности людей в экономику, да, ну и как будто бы эти цифры должны что-то знать. Да, на деле чистые цифры замазываются этим ложными, да, потому что много кто фиктивно устраивается на работу, много кто оформляет ИП себе фиктивное, да, чтобы создавать вид рабочий. Хорошо, это для экономики, ну, позитивного не сулит. Как и негативного, в принципе, тоже много не сулит, но все же. Вот. Ну, просто такое, ну, не идиотское, а очень примитивное и спорное решение, непродуманное. Вот. Это я про закон о тунеядстве, который у нас. Вот. Его ввели в 2015 году, потом перекапывали. Сначала просто ты, если полгода не работаешь, должен был платить в год где-то примерно там 150 баксов. Вот. Население оказалось недовольным внезапно, ну и, короче, эту хуйню отменили. Вот. А сейчас опять начали шевелить тунец. Вот, поэтому такая хуйня. Ну и меня забрызгало косвенно. Ну как, меня по сути не забрызгало. Вот, но немножечко есть. Так, варенье здоровались, доставай. Сказал госпоже, что уже будет второй стрим с ней. Второй стрим с ней? Пока что не планировался, Но я спрошу у нее. Вот мы же госпоже комп купили. Вот, теоретически, если она потрудится и создаст себе каналы, да, я скину настройки OBS, она сама сможет стримить. Что можете госпоже ходить и без меня на стрим. Вот, но поскольку госпожа человек не волевой, это будет долго и нудно происходить. И зараз здорово. Долго и нудно. И опять запизделся и провтыкал все, что можно, пацаны. Ленька выехала. Бля. И они как по заказу выезжают. Хорошо, щечку забрали. Они как по заказу выезжают, подставляются. Да, я в них не могу дать. Сам Посейдон прислал МБТБ, да. Я краем глаза видел, и, короче, я просто его не огласил. No one I got. Интересно, меня не пробили, да? Рикошет. Рикошет. Говорил, не будешь закидывать на порталы. Ну, вообще я не закинул, реально. Вот, уважаемый человек с никнеймом Добрый Машинист, он же Евген, подогрел меня. Я с порталов достал все, что только можно. Даже дедовые трусы потерянные в 75-м.
Галыч-бочек, а не хочешь ли ты на новогодние праздники приехать в гости? Я, может, и хочу, вот, но мне не получится точно. Когда будут 3 отметки... Ой, блядь, не знаю. Здорово, родненький, я не знаю. Будем пытаться. Там даже второй пока что нет. Да, да, да. Я, знаете, я одного не понимаю. И эта модель просто сбрызгивает мне в борт бобсиком. Да, вот столько он прошел и на 1400. Да, а на МБТБ, если бы я выстрелил, я бы дал, блядь, на 300. Вот как жить? Как жить? Почему? Ну, во-первых, если я не стримлю, то я в бабках теряю. Во-первых. Вот, во-вторых... О, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Во-вторых, госпожа ревнивая заебет ныть. Вот, ну теоретически это можно. Ну, вот. Ну, а самое главное, я, честно говоря, не особо не хочу где-то. Я вон своими кентами с Витебска не вижу, знаешь сколько? Я даже на рыбалку не ездил летом с ними. Я последний раз виделся с корешем и его женой, мы ходили в заведуху в начале августа. А до этого я со своими спермохлебами виделся, знаешь, когда? Смотрели футбол зимой. Играл Реал с Арсеналом. Я их не видел больше, чем полгода. Вот, я даже с Витебскими, блядь, не вижусь. Я никуда не хожу. Я только сижу и ебашу. Сижу и ебашу. Смысл всех остальных 11, когда есть БЗТ. Ну, так кажется, что БЗТ... У БЗТ все, что есть, это мощный длинный ствол. Вот. А больше нету ни хера. Это тоже недостаток. Так, ну вот возьми с его стрим. Да, ну никуда не поеду. Вот я не особо-то и хочу, честно говоря. Вот. Мне, знаешь, какого отдыха хочется? Приехать на озеро, смотреть в небо. Вот. И даже ни с кем не пиздеть. Я поэтому ни с кем и не вижусь. Не хочется не разговаривать, даже, блядь, бухать. Мы с госпожой ездили недавно на озеро. Вот этот огонь развести, посмотри, вот как пенсионер хочется отдыхать. Разговаривать, блядь, ни с кем, вообще ни о чем не хочется. Даже госпожа на меня засенила, типа, меня, короче, спрашивала миллион раз, что ты грустный такой? Я говорю, нормально. Там спрашивала, приехали сюда, спрашивала несколько раз. Ну и в какой-то момент, на раз 10-й, когда она спросила, сказала, да, блядь, нормально все. Она обиделась, что я на нее голос повысил. А у меня реально все нормально, просто не хочу пиздеть. Потому что я на стриме пижу, не затыкайся. А на свадьбу... Ты опять жениться собрался, Факин Бич? Ты же уже пытался. Ебашить нужно только пиво и водку. Босс. Что знаешь, есть куртизанки на выезд в другой город, оформи тоже. Душевный Гачеслав какой, оказывается. Здорово и хорошо стрима. Димил, здорово, спасибо большое. Когда долго ведешь затворническую жизнь, то потом вообще тяжко с пиплами говорить. Но у меня немножечко другая затворническая жизнь. Во-первых, во-первых, и на стримах регулярно общаюсь. Не, да, ты прав. Я когда, знаешь, я вот, допустим, работал, много в торговле очень работал. И были периоды, когда, у меня работа была такая, считай, один работаешь. Допустим, на памятниках надписи набивал, там не с кем попиздеть, кроме памятника. И родителей, и родственников того, кому набиваешь. Вот, и приезжаешь домой, тоже особо не пиздишь, все такое, и деградирует речь моментально. В армии то же самое. Деградация повальная происходит и в речевом плане, и в любом. Чувствуешь себя, короче, этим, не знаю, речевой аппарат на уровне какого-нибудь там, кто там один из самых недалеких? Это разбегаются глаза. Лёшка такой есть, он еще типа топ-скилловичок, как его зовут?
Господи, помогите деду. Что я опять женюсь? А ты говорил. Ты меня как-то звал опять на свадьбу. Левша. Не, ну левша ладно еще, ну, вроде разговаривать умеет, просто не говорит. Диффундер, вот, диффундер. Он вообще два слова связать не может. Может, что-то типа того после армии со мной происходило. И в торговле тоже возвращаешься, вообще не чувствуешь себя человеком, который хотя бы может завести разговор с кем-то. Джоб самый недалекий. Это понятно, но он тоже он, кстати, разговорчивый, окей. Я тоже, да, армия, конечно, какой-то обладал. Сейчас язык... Да, у меня в армии тоже начал заплетаться, чувствовал себя дебилом. Я даже не верил, что я когда-то умел разговаривать нормально. Вот про армию же запись, да. Тоже общение по типу ёпта, хуй нахуй, блядь, да. А когда нормально поговорить нужно, либо нормально мысли как-то излагать, все, чувствуешь себя дураком. Еще дурачки эти армейские стоят. Вообще, а если ты нормально скажешь пару слов, они такие, типа, что это было? Давай-ка мата побольше. Приходится нормальные слова искать. Хотя все равно мат, да. Тоже в торговле. Но работа в торговле, кстати, вот наоборот. Кличко. Мало кто знает. Да, вот Кличко, он ДЦП. Вот работа в торговле наоборот. Она, да, там кое-как раскрепощает. Даже вот ну, много же просто молодежи идет, да, хоть куда-нибудь. Ну и некоторые находят себя в торговле. Ну, тут наши полномочия все. Многие находят себя в торговле. Ну вот. И реально уверенность какую-то в себе обретать. Ну вообще, что касается уверенности, уверенность в себе дает больше занятия боксом, чем работа в торговле. Но все же тоже неплохой вариантик. Казалось, некому принять тычку, блядь, от Дида. Покажи еще раз свой затылок, свинина. Если смотреть на озеро, речку, жарить шашлык и молчать. Вот. Вот такой отдых мне хочется. А куда-то ехать, с кем-то пиздеть, бухать, все такое не хочу. Ну, блядь, я на рыбалку не ездил. Мы бочки 2 раза собирались, я даже на рыбалку не ездил. Только Кличко мэр, а я обычный Степашка. Еще обиднее. Значит, надо деградировать до уровня Кличко, и будешь тоже мэром. Больше всего я любил стендап командира перед строем. Стоит еблан, хуйню несет. Слонье угорает. В эти моменты хотелось поставить Степашка. Но слонье угорает по психологическим причинам, потому что они... Чтобы их меньше ебли, подсознательно присмыкаются, а поэтому не смеются над этой хуетой. Блять, не хочу этого шотного пидора. Ой, я уже думал опозорюсь. И ставочка не зайдет. Ну, да. Блять, ну как можно было? Ну можно было хотя бы 2 раза его пробить. Борьба в качалке с Бейли тоже неплохой уверенности дает, да. Особенно, когда побеждаешь. Hold on. Имбовый отдых, особенно, как ранее сказал, что постоянное общение, нервная система в ахуе, да. У нас, в принципе, честно говоря, нервная система людская не приспособлена к тому, чтобы... говорить много с разными людьми, с одними и теми же еще окей, но с одними и теми же, да, ты как на зоне. Сидишь в камере, ты про всех все знаешь, тебя уже не удивляет человек ничем, ну и, соответственно, тебе с ним даже не надо зачастую обмениваться словами, чтобы общаться, да, достаточно взглядами. Ну, типа, по природе мы там
Да, там с древних веков жили в достаточно небольшой шайке. Блять! Ну, короче, да, реально нагоняет стресс. Я, допустим, когда очень много... Ты, как сказать... Ну, перед населением выступаешь, одно дело с листка читать, это, кстати, стресса 0 нагоняет. Вот Гачеслав предпочитал... Ну, иди-ка ты в пизду. Некоторые тезисы на листке отмечать и выступать, вот, чтобы, так сказать... Ну, чтобы, ну, по мне просто это чмошно, вот, поэтому я старался нормально проводить занятия всякие, да, там. В армии, там, в универе приходилось, все такое. Вот, либо обучение всякие, в той же торговле тоже приходилось вести. Я отмечал тезисы и по этим тезисам пиздел. И я вам хочу сказать, что оно сначала вызывает некоторый эмоциональный подъем, хихихаха. Ну, а потом ты замечаешь то, что, ну, ты затаскиваешься, причем очень быстро. Вот, как дурачок с листка читать, это вообще просто. Да, не меняя интонацию, да, чтобы привлекать к себе аудиторию. Просто читаешь, чтобы эти лехи засыпали, и все чики-брики. Все чики-брики. Так, а у меня эта машина в стиле имеется. Так вот. Который такой с молниями, да? Стрельба по брелю убавляет уверенности, да. Встаешь от этой информации в качалку после работы, как вырыт лимон, если не было пиздобольств, то все четко идет, да. Это, да. Оно еще когда, знаете, когда деграднул в той же армии, потом нужно речь толкать. Ты говоришь, и тебе самому тошно от того, что ты говоришь. Да, потому что ты чувствуешь, что ты говоришь неправильно. И потом настолько паскудно, что ну его в жопу. Ну его в жопу. Соединен со новым. Вот, а сидеть в удобном кресле возле костра и на озеро смотреть, это охуенно. Так отдыхают рейлмены. Ты когда море долбаев. Ну, зачастую... Зачастую так и получается. Тебе приходится выступать перед морем долбоебов. Вот даже на офицерском собрании, вот ты выступаешь, да, тебе надо выйти, речь толкнуть. Ты же понимаешь, что, сука... Ну, вы сами понимаете. Да, с одной стороны, важнейшие лица бригады, все дела. С другой, блять, но там люди такие, что ну его в жопу. Вот особенно есть особая каста людей, которые военную академию закончили. Еще в кадетском учились, да, там мозги подсушили. Для разминки. В кадетском училище. А потом военную академию. Там мозги не остаются у многих. У некоторых остаются, у многих не остаются. Вот, и некоторые... Ну, и из них есть люди, которых армия так прижала немножечко, да, они как бы, условно говоря, это слон, но в погонах, да, на него вот крикнет вышестоящий кто-нибудь бойчик, и он сразу же типа окей. Вот, а есть такие, которые поувереннее в себе, ну, например, там единоборствами занимались, вот, они могут что-то сказать в ответ, да, то есть характер какой-то проявить. Вот, и обычно такие бойчики начнут задавать вопросы, да, там, ты такой инструктируешь их, начнут задавать вопросы, блять, и... Не, ну некоторые базара нет, из них есть нормальные люди, а некоторые... Блять, как начинают позориться. Как начинают позорить, думаешь, ебаный. Ну зачем же ты так?
спрашивает, но не слушает и понимает банальные вещи, разровный, да. Еще бы на рыбалочку выскочить. Мне 25, но повадки скуфа присутствуют. Это хорошо. Это хорошо. Надо понимать, что хуже, чем быть скуфом, это быть малолетним дурачком. Вот скуф как бы ладно, лысина и хуй с ним. А быть дурачком это уже все. Это уже кабачковый приговор. Не добрал свинину. Он еще вернется. Он еще вернется. Лява-лябака. Слушайте, а здесь больше, чем полкоманды в кустах сидит. Я для себя только что открытие совершил. Вот опять сидишь, пиздишь, за карты не смотришь, а потом сосешь. Я скуф без лысины, зато с пузом. Ну, у Гачеслава, кстати, нету лысины. Вот, но над пузом, честно говоря, надо поработать. У меня прессик не видно уже давно. Вот, не то чтобы у меня торчит пузо. Вот, но когда-то Гачеслав было поло. Вот, это было ровно 3000 лет назад. Вот, но теоретически можно потрениться и подравняться. Да, глядишь, кроме морщин, скуферскую натуру ничто и не выдаст. Да господи, блядь, кто меня чекает? Заебись. Это потому, что у меня полгода между тычками КД. Я вам подскажу, поэтому я Монто не убил. 26, скоро 27. Забыл, я лопала. Ну так моргнешь пару раз с ракет. Вот, и... Видишь, уже и с куфом не так херово быть. В продажах, когда работал каждый день с клиентами, речь хорошо обустановилась, да. Но когда Да, деградируешь адски. Адски. И потом стыдно говорить. Я думаю, это пожизненный скилл, как с великом. Но он быстро возвращается. Это чем-то похоже, знаешь, на что? На мышечную память. Вот ты ходил в качалочку, а потом начал бухать, как свинья. Вот ты на качалку забил. Ну, издрещал. Но потом взялся за голову. И начал заниматься. И к тебе прежняя форма очень быстро возвращается. Вот, поэтому не так уж все печально. Не так уж все печально, короче. Гачеслейв сегодня пропылесосил всю хату, помыл полы. У меня даже эхо в хате появилось. Ну, отчасти потому, что я ковер свернул. Но все же. Пыли было столько, что появилось эхо. Ваш личный коуч, психолог Гачеслав совершенно бесплатно вещает жизненную жизу. Да. Единственное, что отличает меня от инфо-цыган, то, что я образованнее и делаю все за бесплатно. Я занимался спортом в армии, а потом взялся за голову и стал каждый вечер пить пиво с чипом. Это ты молодец, Вот начал заниматься, 3 недели уже, вроде легче идти стало, но мне уже возраст не даст вернуться все, что было. Да, все нормально будет, не сын. Ты, главное, в голове предрассудки всякие не держи и все. Вот возраст это хуйня. Вот если есть такая хуйня, как желание, оно сильнее любых параметров, даже возраста. Если сильно хочешь, все оно придет. И превзойдешь даже, что было. Превзойдешь даже все, что было. Но не считая, конечно, случаев, если ты на фармакологии в молодости тренировался. Да. Тогда тебе придется курсануть. Вот, но в возрасте не советую курсовать никому. Даже не в возрасте не советую. В общем, ты понял.
Просто поддерживай в себе, знаешь, какая задача главная? Поддерживай в себе сильное желание. Расти, развиваться, вернуть там старую форму и так далее. Вот поддерживай в себе мотивацию, и все придет. Вот если нет, тогда я покажу голую жопу на стриме. Смотрел нарезки с госпожой, это фарш контент. Вячеслав, здоров. Но там стрим в полной экипировке есть в записи, можете посмотреть, кому надо. И то, что не пытаешься ехать из страны через Беларусь, я уже находишься в ней, да. Да, настоящие смарт-эсы не пытаются бежать через Беларусь. Настоящие смарт-эсы в Беларуси живут. Хотя шерстяной сбрасывает шерсть. Но у него короткая шерсть. Вот, ее особо не заметно. Ну, иногда заметно, но в целом не видно. Вот мордой потрешься об него, и на лице остается до хера шерсти. Чешется потом все такое. А так на шмотках нигде не видно. Понял. Зачем какие-то условия, чтобы жопу показать? Ну, тоже верно. Увлажнитель здорово. Вот за херня. Главное здоровье. Мне по моим чувствам осталось лет 5-7 пить пиво и все. Вальгала. Нет, потом просто будут проблемы с пищеварением, придется пить коньяк. Вот, это не приговор. Это не приговор. Ну, либо пить в подгузниках. Это выглядит как не приговор, а решение вопроса. Если глянь, хорошо. Просто нужно покупать одежду цвета кота дам. Бля, какой пидор. Вот у него тычки летят, вы заметили? Просто сплевывает и попадает. Просто сплевывает и попадает. Ипон фистин. Сундучок. Сундучок фюрера. О, это вторая гусля или что такое? Ой. Бля, я сам зафейлил эту тычку, я сам виноват. Мне только 20 лет, ничего страшного. Во-первых, пей качественное пиво, не всякое дерьмо, а нормальное пиво пей. Если будет проблема с пищеварением, как вариант дать пиву вычихнуться немножечко. Это чуть-чуть полегче сделать ситуацию. Но в целом лучше просто реже пить пиво. Реже пить пиво. Вот. И когда чувствуешь, что что-то не так, амипрозол купи себе за полчаса до еды в еби. Для профилактики пропивай. Ну вот, тогда у тебя меньше проблемы будут с этой хуетой. У меня были проблемы, кстати, из-за пива. Был, знаешь, какой симптом? Казалось, что еда в горле стоит частенько. Вот это и запоило. Но потом подлечился и все. Вот я иногда пью пиво, но мне особо это проблем не доставляет. Ух ты, бля. Я думал, знаете что он поедет, у него только башня будет торчать. Казалось, что у меня торчал весь дек. Торчал весь дек. Сука. Полился. Все долбоебы в половухе не шарят за кей-поп, качают эту херь, от которой МБТБ подпаливается с вероятностью процентов 70. Холодосе Балтика. И я не рофлю. Не, Балтику не пей. Покупай хорошее пиво. Как настоящий танкист водку или да. В Америке в 21 можно покупать пиво, а мне 20 алкоголь уже заебал. Херовенько, кстати.
Получается, что развитие мозга и все такое примерно до 21 года происходит. А алкоголь в любом количестве разрушает его. Соответственно, вы недополучаете развитие, которое могли бы получить. Поэтому не просто так до 21. Ну, знаете что, вот, допустим, если взять вот все мои знания, которые сейчас есть, и перекинуть ко мне, не знаю, там, ну, 14-летнему, я, наверное, большой алкогольный трип как раз-таки в алкогольный мир лет в 14 вошел. Я бы нихуя не поменял. Я бы все равно бухал. Вот, ну потому что... Ладно, если сейчас мне прикольно и без бухла, но все равно мы подбухиваем с госпожой, да, там, ну и вообще подбухиваем. То если вспомнить все ситуевины, охуенно веселые ситуевины, которые я за жизнь прожил, там всегда алкоголь замешан. Всегда. Вот, так что без алкоголя, возможно, жизнь здоровее, но может быть не такая яркая. К сожалению. Так, у всех, я знаю, 40-летних ебанатов. Да, есть такие, есть такие. Зато в Америке можно винт 14 лет юзать. У меня пиздец дома шерти. Пёселя и котяры. О, бедняга. А у тебя есть пылесос, который этот робот-пылесос? Он справляется или не справляется? В СНГ проблема, да. Поехали зиганем на штурм Зигри. Вот что я решил. С алкахой самые воспоминания веселые, да. Да. К сожалению, это так. К сожалению, это так. Ну и про накурки тоже прикольные воспоминания, но я уже давно не торчу. И вроде как тоже живется неплохо. Кардик. Кардик. За 5-6 лет развитие пошло в обратную сторону, учитывая игру в танк и траву, да. Именно алкоголь помог тебе в твоем познании преисполниться. Может быть, да. У вас торчит что-то, это кабачок. Какой S? Когда группниц, и то меньше были. Кабачки? Робот-пылесос брать нужно, если женщина купит, скажу, как что, хорошо. Хорошо. Помню, тебе нравилось не грубые шутки про мамку. Это так. Я любые шутки про мамку люблю. Ну как, я к ним равнодушен. Ну вот, но хорошую шуточку. Короче, давайте так. Я хорошую шуточку способен распознать в чем угодно. Вот, у меня нет предрассудков на эту тему. Ну, а чтоб шуточка была за БС. Я не про ЭС, ну ладно. Ну ладно. Одногруппницы, наверное, просто спортом не занимались никогда в жизни. Вот, Вячеслав занимался столько легкой атлетикой в жизни, что жопу не качает уже лет 15. А жопа все еще есть. А жопа все еще есть. Сучку, это бы... Схватить за жопу! Easy life. Здесь клятий пидор стоит. Или здесь, или здесь.
Надо было с упреждением давать. Не попал в броню. Жопа фаршированная, сын. Это жопа фаршированная, сын. Закрывайте донат-полоску, пацаны, и можете шутить про мою мамку. Время пошло. Ой. Прикольно. Прикольно. А вот и дед уже вне игры. Казалось бы. Казалось бы. Поехали нахер отсюда. Сундучок здесь наигрался. Сундучок выходит из боя. Ёпта, он хочет пиздец, смотрите. Смотрите на это животное. А никто не капает ему... ну и почему? Да, у нас маус вообще-то снайперит. Мог бы и вкинуть. Let me suck. Его нализываем. Я еще деда засветил. Точнее, досветил. Одногруппниц нужно на волосатом мотороллере катать. Да, не выебываться будут. Не выебываться будут. Придется уговаривать. Жди, когда одногруппницам по 40 лет исполнится. Они тогда выебываться уже не будут. Question of the music. Ну, блять. Другие группы. От ФГСа мог бы ему и пошевелить, да, что-нибудь. Как минимум, расценки будут более демократичные, да. Да. За пакет макарон. За пакет макарон и детское питание. Хорош, броня, на. Куда мы фугас зарядим? Как будешь одногрупп никуда. Оу. Фугас сработал. Гачи Warrior там в засвете стоит и не стесняется, понимаете? Уровень скилла. Человек вкачал Gothic Warrior. Нихера себе! Видимо, здесь прослушка, пацаны. Видимо, здесь прослушка. Угу. За банку глубокой сгущенки, думаю, можно говорить. Да, как нет. Че и на ужин домой позовет. О, неловко вышло. Как меня бесит ЛТПидоры, вы не представляете? Как можно было такую хуйню придумать, когда многотонная хуета едет по кустам, не светится и даже кусты не прижимает? Made in Belarus. 10-летним сыном познакомит, да. Там можно уже шутить про секс с мамкой. Вот. Шутка, которая, правда, обидно не считается.
Который подозрительно похож на тебя. Так, ну-ка, давайте на толстячке сыграем. Уговорили. Ай, ладно, стрим называется Воета, да? Давайте покатаем на Е там. Что, ну или котлет дам. На меня и по футболу медали еще хватает. Я на чемпионате Беларуси, на армейском чемпионате Беларуси участвовал по футболу. Раза два. Вот. Вот единоборствами занимался где-то год. Смешанными. Ну, универ закончил по специальности физкультура и спорт. Я, короче, могу трудиться в направлении, короче, в любом, что связано со спортом, в любой. Начиная от менеджмента, да, там, точнее, наоборот, начиная от физрука, там, тренера по легкой атлетике и так далее, и заканчивая менеджера по спорту и туризму, либо даже спортивной психологией. Вот, могу заниматься. Вот, образование позволяет. Не, мини-футбол, мини-футбол. Именно тренер, на. Коуч, блин. Коуч, нах. Прикольно, он меня вбачил. Зато гриль не пробил. Ключало. Ключало. Блядь, у меня такое же образование, ну и все. Бля, знаете что, не так поставлять, их надо принимать, походу. Их надо принимать. Ну и что, все подставушки за... О. Да уж, слушайте, а систик все идет и идет. К сожалению, знаний не имею, чтобы работать норм в этом направлении, минимум мастер спорта нужен. Я учился, там уже международники были, бля, в 19. Да это пофиг вообще. Это пофиг. Ну, типа, международный, это же как в футболе, например. Ты можешь быть там легендой футбола, но как тренер ты кусок дерьма. Вот, поэтому тут главное не достижение, а, так сказать, а знание. Представляю, как вся футбольная раздевалка репетала бы при виде Гачеслава в противогазе или кожаные маски. И... Ох, это было многовато, честно говоря. То мне под башню как-то так попал. Это стендапер там у них. МБТБ. Ну как его не пробил, но! Это тот признак ебланского рандома, знаете какой? Это вот когда ты стреляешь куда-то в кеп и попасть не можешь.
Да, у тебя просто воруют тычки и все. Ты попадаешь в кепку там либо насквозь, либо без пробития, чем-то такое. Это кабачковый секс. Не пробью сейчас кепку. Да. А я говорил! А я говорил! Все, артобот возбудил. Древнее зло возбудилось. Древнее зло возбудилось. Хорош. Артобот убил. Теория и практика, да. Нужно по-другому смотреть будет. Да, блять, может знаниями своими очаровать. Страшно. Ну, либо начинать надо с низов, да. Как в футболе. Одно дело, он там смотришь всяких лешек, которые там были в крутых командах, сразу же берут тренировать тоже крутые команды. Да, а если... И причем, ты же понимаешь, что у человека практики по сути ноль, да, он там был крутой футболист, ничего дальше. И многие обсирают. Многие обсирают. Зато бойчиков, которые вообще ноунейм, никто их не знает, хер кто вот так вот возьмет и возьмет тренировать крупный клуб. Там надо по чуть-чуть за днище начинать. Креатинчик пьешь? Нет, конечно, хуй мне. Если я не тренирую, зачем мне креатин? Да, честно говоря, если бы я и тренировался, я бы, наверное, креатин не пил. Вот, витамины, все такое, питание нормальное, там, ну, протеин пускай, либо аминокислоты, окей. А креатин нет. Хотя креатин стоит копейки, да? Эх, может быть, и пил бы. Аргинин для... Нет. Фитнес-инструкторы вроде неплохо робят на индивидуальных занятиях. Почему не пошел? Но я вам расскажу секрет. Фитнес-инструктор должен в первую очередь не быть хорошим тренером, а уметь хорошо пиздеть и заинтересовать человека. Вот, так что там не столько нужно быть тренером, сколько уметь... ну, короче, фитнес-инструктор это про другое. Это во-первых, а во-вторых, не так уж они дохера имеют. Ну, по крайней мере, в Витебске. Ну, типа, на уровне неплохой, хорошей зарплаты они имеют. На уровне неплохой зарплаты они имеют. Да, честно говоря, это работа чуть ли не то же самое, что в школе. Нянчись с этими долбоебами. Вот, с тёлками с этими нянчись. Хуйню им всякую задвигаю, упражнения эти идиотские давай. Вот. Но я решил для себя, что, ну, может, когда-нибудь потом. Может, когда-нибудь потом. Но потом. Вот, а ехать в Москву, тренировать кого-то, например, там конкуренция бешеная. Там еще надо пробиться и все такое. Вот, ну, короче, это не такая работа, которая пиздец там прибыльная. Невероятно прибыльная. Вот. Ну и связана она зачастую не с умением как раз таки тренировать, а с умением заинтересовать человека и как бы с умением сделать так, чтобы он стал постоянным клиентом фитнес-клуба. Вот в чем. Вот, а тренировка и все такое, это дело там 228. Кубик. Тренобольчика. Бананчики попробуют. Сейчас уже не стоит копейки, до хера денег, если зарубежка. Ну, ты хочешь сказать, что мне надо ехать в Германию и тренировать там? В качалке, бойчиков. Девочек в тяжелых шортиках, это не наше, да, да. Били не одобрил бы.
Но у нас только имеют такие люди, некоторые побольше. Это в каком городе? Это опять же надо развивать там клиентскую базу, все такое. Оно очень, кстати, коррелирует со стримерской деятельностью. Что вам скажу. Блять, вот как можно? Я в него стреляю, один раз только даю урон. 300 с хуем пробития. Ну разве это не дерьма? Это не танк, это дерьма. Каточку на Зигре приз. Ну давай сыграем. Провинция 150 км от МСК. Ух ты, не такая же провинция. Цены там на хаты точно не детские. Ну так вот. Ну короче, вот так вот встать и пойти тренировать в качалку, и сразу 100к не будут взорвать. Надо долго и упорно шевелиться в этом направлении. То же самое, как и стримерская деятельность. Вот, только мне не надо с дураками разговаривать. Единственный дурак на стриме это я. Вот, так намного проще. Нелюдские однозначно цены на все, но... Вот так вот. Дюк, спасибо большое. Бля. Хотелось бы, чтобы пенис оленя был не через минуту, а прямо, блядь, сейчас. Здесь люди пиздец заряженные, кто сколько получает. Ну вот. Ну вот. Поэтому и зарабатывают столько люди. Такие катки какие-то скотоложские, да? О, ну-ка, ну-ка. Глухари на вокалу. Хорош. Минус 4 к интеллекту. Это такие прострельчики потные, да, второй тоже чуть не заролял. В моей сфере они тормоза, хотя сами связаны с ней напрямую. Я понял. Нормальный вариантик, кстати, вот, допустим, заводишь ТикТок, устроишься тренером, ну, куда-нибудь. Если есть некоторая харизма, и ты в состоянии нормально рассказывать, да, на видео и так далее, с юморком желательно, очень легко... Ну, я вам объясню. ТикТок, короче, он работает так. Он вирусится в основном по тем, кто рядом с тобой. Ну, грубо говоря, в твоем городе. Грубо говоря, в твоем городе. И ты так можешь привлекать этих бойчиков в качалку просто. Вот, причем не обязательно работать на эту качалку. Вот. При желании этим реально можно заниматься и успешно. Про аргинин для пениса. Залиться стопудово. Ну да. Увеличение пениса в качалке. Я, честно говоря, про аргинин слышу вообще впервые. Да, для пениса. Для оленевого пениса ладно еще, а так вот я впервые слышу. Это временное увеличение пениса, господи. Господи. Там насыщение кровью, может быть, повышает. Дейка. Когда там буду в РБ, привезу тебе креатин и аргин. Мне не надо. Мне не надо. Креатин я и так куплю. Вот. А дик, в принципе, увеличивать не нужно. Ну вот. А вот кому-нибудь продать? Это уже надо. Это уже надо. Ей помогает Джо в парике.
Все именно так. Бля. Я думаю, знаешь, что могут быть противопоказания людям с плохими сосудами. Там потому что создается давление. Вот, ну, грубо говоря, да, кто не шарит, дик, когда встает, он насыщается кровью. А, да, ну и сам дик имеет такую структуру. Но если очень-очень грубо говоря, да, вот вы держите губку в руках, если ее, как сказать, если она впитает влаги в себя, то она распухнет, да, по такому, ну, очень грубо если говорить, по такому принципу встает дик, накачивается кровью. Вот, и если перенасытить его кровью, то поднимется и давление в сосудах, вокруг шишки, например, а там сеть сосудов просто сумасшедшая. И может быть такое, если у вас сосуды недостаточно крепкие, может случиться... В общем, ничего хорошего не случится. Вот, так что, если вы продаете аргинин мальчишкам с маленьким членом, которые ездят на здоровенных джипах, да? На здоровенных джипах, типа Toyota Tundra, то сначала берите справку от хотя бы от кардиолога. Требуйте. Понятно, блядь, или непонятно? Аргинин есть для поддержания сосудов, я понял, я понял. Это может быть какая-то таблетка очень близкая к составу к Виагре, да, либо ее аналогом. Можешь продавать, за идею не благодари. Хорошо, главное не бездумно хуярить по полбанки. Нам тогда нахуй не надо такие таблетки. Нужны такие таблетки, которые можно хуярить по полбанки. В любой момент. В любой, мать его, момент. В протеине тоже есть и в аминокислотах комплексных. Понял. Ты зачем сейчас нас на панику подставляешь? Но на стрим люди приходят отдыхать, а не садиться на панику. Ой, в башню пробил, а возможно даже в кепку. Ну и ладушки. Ну и ладушки. Поехали на Зигре зиговать. Получается, поднятая шишка, например, при игре на арте опасна для здоровья. Да, короче, может тянуть, взять ее в рот. Вот, и ты сломаешь себе спину. Ты будешь со всей силы тянуться в рот шишкой, и ничего хорошего не произойдет. Вот. Когда говоришь на арт, ну, короче, вот да. Вот да. Безопаснее было бы ребра удалить, но это как бы, это палка о двух концах, как говорят. Как говорят. Сейчас пацанчики пойдут аргинин скупать везде. Резкое повышение цен на аргинин в связи с резким дефицитом. Да, да, да. Задепингуют цены. И мужики с маленькими членами останутся не у дел, как обычно. Пойду продам тундру. Подарите тундру кто-нибудь. Подарите кто-нибудь тундру, мне надо. Одно слово Гачслава и акция где-то, да. Я идеально выстрелил, кстати. Просто в землю полетело.
Поднимаем акции на препараты для увеличения члена. Я думаю, знаете, что было бы прикольно? Продавать аппарат, точнее препарат. Препарат для увеличения члена. А на самом деле этот препарат должен уменьшать размер члена. Это мы назовем медицинский теракт. Вот введем такой термин в русский язык. Как медицинский теракт. Да, ну или шалость. Нет, давайте все-таки шалость. Теракт слишком жестко звучит. А вот медицинская шалость это норм. Временно уменьшить член. Вот Джоб собирается с эскортницей на Бали. И ему через донат-полоску отправить пару банок аргинина, да, который на самом деле эстроген. Сказать, Джо, эта хуйня взорвет твой хуй. И пизденку заодно. Немедленно покупай и едь на Бали с проституткой. Джофф радостно едет. Вот, а там у него начинает расти сиськи, а шишка не стоит. Ай, блять, ай. Есть на стриме питерские, шарящие за тату мастеров. Маститы из Питера вызываются в чат. Подарков не отказывается. Так что привезу когда-нибудь. Хорошо. Надо, знаете что? Вот, допустим, есть такой препарат «Сила Императора». Вот у нас активно рекламировался в свое время. У вас рекламируется или нет? Это же вообще, это же пищевая добавка. Да, там ничего особенного. Ну, кстати, надо посмотреть, есть там аргинин или нет. Там, если коротко, мы как-то... Короче, знаете, в чем прикол был? Я когда приходил на работу, приезжал. Радио работало. Я приезжал зачастую именно в момент, когда рекламировали «Силу Императора». И мы как-то, ну, хихи-ха-ха, постоянно ржали, а потом решили смотреть все-таки состав. И там, бля, состав такой. Но, грубо говоря, вот то же самое, если вы нарвете петрушки себе и немножечко помидор въебете, да, ну, то есть, так сказать, блюда, в которых есть некоторые ферменты, которые помогают потенции. Помогает потенции. Это вот состав «Силы Императора», пацаны. Прикиньте, широко рекламирую препарат, который по сути просто мусор. Пиздец, он меня засветил через вот это все, понимаете? Заведи канал Semen Coach, you know, и там контент как у 40 тонн. Да, фундаментальные труды, экономические и много других. В черной водолазке на фоне стены. По вкусу мерзость. Надо запивать компотом, значит. Его очко раскрошили. Раскрошили, как буханку хлеба. Как буханку Сымен. Но Монта отличат его или не отличат? Как-то нарентгенить Абабуса. Вот. Оу, мой выход. Ясно. Две жанки. Вы ебанутые дураки. Да, они на двух жанках приехали. Let's party rock. Как, сегодня суббота, да? Ой, в субботу тоже неприглядненько. В рандоме неприглядненько. Give me your fuck. Гимли, Гимли. Давай. Как грязный ублюдок. И это мне нравится.
Ну, будет попроще. Вот эту придурку убили, уже будет совсем другая картина. Что за дебильные бои, не знаю. Вчера тоже были идиотские бои. Вчера тоже были идиотские бои. Ни на что рассчитывать не приходится. Такой ситуации. Блять, ну полети ты в землю, санный снаряд. Я с расчетом кидал то, что в землю полетит. Иного расчета быть не могло. Turning up and suck. Платонов, здорово, родненький. Я отлично. Завтра ко мне родня придет. Ко мне в гости впервые в жизни родители придут. Настолько все печально. И сестра. Буду накрывать поляну. Буду накрывать поляну. Ёпт. Нахер он туда приехал? Блять, меня задрало на этой пизде. Он съехал вниз и слил катку, пацаны. Наш третьим. You know? Жанка красава. Тычки теряются в танках, да. Интересно, Жанка на КД или нет? Меня разводят, блядь, или нет? Чучело. Чучело. Чучелом. Turning up and down. Ну, пускай держится там за трусики. Арточка его не шотнул. Что доберет он? Ну пришлось. Этот что-то продрачился, там теперь вкатил, сука. Ну получилось жопа. Получилось жопа. Ёпта, Жанка не вкидывает. Но. Бля, не убили. Дагестал дорога. Мерзость, короче, не катка. Мерзость. Ну, здорово. Блять! Бля, я, знаете что? Я просто отпустил... Я, короче, отпустил все клавиши в надежде, что я, ну, просто тормозну, да, по прямой. Меня повело влево. Я не знаю почему. Я не знаю. Не знаю, все. Everybody needs a coke. Everybody need.
Так, Александр, подписывайтесь. Александр, здорово. Так, сейчас кэшбэк голдовый пришел, решил еще 20 порталов купить. Fucking bitch, плюс 3 танка. Так, давайте мы сервачок сменим. Хватит нам скитаться по рукам. Будем скитаться по серверам. Пейзаж такой печальненький, конечно. Ну, кроме вот этого, там веселуха точно у пацанов. Everybody, Ник, Сагбади. Потому что, чтобы не в снайперском, вот и повела. Может быть. Ну, ладно, вы же не думаете, что мне не насрать? Не летит, не попадает. Проект САД неплох. Ну, в принципе, да. Проект Сосад. Look in your eyes. Опустись, уебище, господи. У него еще ВН нету этой свинины. Ой, этой свинины. Уебище не хочет опускаться. Но пиздец, вы видите? У меня здесь... У меня как будто бы минус 5. У меня как будто бы минус 5 на этом дерьме. Малейшая кочка, я даже фашу не могу в кепку дать. Ой, блядь. Ой, блядь, ой. Цементоп, лучше стрелять, абсолютно. И вот стреляешь в кепке, вот стреляешь и не веришь, что попадешь, потому что они не попадают и не попадают. Ты нормально стреляешь, да, не без всяких там проволочек и... Ну и чё, и чё. В М103 тем более, да, танк. Второй кепка... Во, секите, ну что это такое? Я обалдею. Я ему в гуслю попал. Завтра ты в танковом рехабе, стримов не будет. Завтра с утреца мы кинцо посмотрим, Хобота вторую часть. А вечером рехаб. Не едь, не едь, не едь, он вылетел, пизда! Это начало конца Кабачкова. Дальше будет только хуже, пацаны.
О, ну, мы могли затерпеть, если бы этот Генка не поехал под шканаль. Он не удержался, поехал под шканаль, точнее его интернет. Точнее его интернет. Бля, ёбаные ослы. Он просто Ёбаный рот этого казино. Ёбаный рот. Катки порядочные. Enjoy, здорово. Ты вне стримов играешь нашу игру или только работа? Но иногда, когда мне вот хочется отметки взять, я иногда перед стримом с утра могу поиграть. И одну катку в обед бывало такое. В прошлом месяце. В этом месяце такого нет. Вот, нету. Ой, матушка, земля, белая березонька. Не, в пизду, я не хочу страдать. У меня настроение хорошее. Нахуй. Я, короче, вырублю. Что не катка, то сококовка. Оно нам надо? Оно нам не надо. Всех лобидап, трудящиеся. Завтра с утреца в 8:30 мы смотрим художественный фильм «Хоббит 2». Так что все призываются по поездке на утренний стрим. Всех люблю, ребят. Приятной вам субботы. Пока-пока. У меня даже камера как-то в сторону отвернулась. Отвернулся не только этот рандомная камера. Все, всем счастливо, пацаны.